Kimi взял? Для меня где-то вот сцена это машина времени. Это вот сцена может, это какое-то черная дыра куда-то другое. Она может реальность кого-то. Реальность это сцена более почти зона сталкивается. На сцене может происходить то, что в реальности, реальность Артура круче много раз. Магия сцены, возможно, где-то там, что мы заходим в эту черную дыру, и она может нас перенести куда-то в другое пространство. Магия сцены. Пауза. Почему есть такие, пауза, если когда она проявляется, что-то какая-то магия, да? А на самом деле это чисто то. Когда появляется пауза, время на сцене и время в зрительном зале, они объединяются. И появляется настоящая реальность. И вот от этого кайф получаем, подсознательно зритель. Потому что время совсем по-другому течет на сцене, чем в зрительном зале. По ходу всего спектакля. Вот священнодействие, магия, ритуал, это все происходит на сцене. Посредством актерского мастерства, ремесла. Когда ты занервничал, да, когда я сказал, то халяк пару деле, он я граммар ты нахар шубай илха, вы на лода трепли, ну как-то занервничал, да, и наоборот это выстрелило как-то. Ой, неожиданно появилась, какая-то другая интонация появилась. А то у нас ну, как бы в одну точку, да? Дисгармонии там нету, а вот когда появляется дисгармония, тогда наоборот как-то странная игра появляется. А почему вы это так не говорите? А? Экспрессивная, да? Ты наоборот какая-то очень спокойная, немножко выдержанная, немножко аристократичная, высокая должна быть. Как-то немножко вот сдержанно, как-то, но в то же время с каким-то уважением. Хозяйственная такая. Оксана. А она, кстати, наоборот, очень хорошо тебя встречает. Она вообще не волнуется. Она очень такая цельная женщина. А это, вот это, тебе тоже неудобно как-то. Плохо тебе. Уйда куда она турабалай, да? Кайвы, а удраун доллар бакпунды. Жабакатай. Üçüncü paranda. Üçüge össe bir mahnılarıydı. Onu hakkında bulunmadı. Mincinge almadı. Geçen de kaçtı geldi olmadı. Geçen... İki bollarını süttük. İyi şey. Хо-хо-хо, берем. О, тебя хотите.
하악은 그르마 하악은 무사하다 먹었잖아. 원장은 뭐 맞다. 나 졸라 만나 오늘 졸라 키우고나 누구 되지? 어때 지역도 뭐부터 семья도 오고가 같이 왜 я там, конечно, один момент поменял. По фильму же он медведя убивал там, а я сделал так, что он выстрелил в себя, а патроны оказались холостыми. Потом он убивает, ну, стреляет в медведя, все в шоке. Потом он говорит, а патроны-то холостые, и начинает смеяться. Ну, все ложь, даже патроны холостые. Все бутафория. Тема клоунов как-то так меня всегда как-то радовала с детства. Вот, решил попробовать. Там даже у меня фонограмма играет с Веденевского фильма, спектакля. Музыка. Немножко я иронизирую там по этому поводу. Потому что какая разница, шут, который во дворце, и шут, который в скотном дворе, на самом деле они же шуты. Когда ты ставка дырейня. Посмеяться над собой, играть. Ну, театр в театре худокамибар. Такая матрешка. Наш худший презирает вашего лучшего. Ну, у меня постановок много. Если так посмотреть, там 30 постановок, наверное, есть спектаклей. И каждый спектакль, он как-то мне по-своему дорог. То я не отказываюсь ни от них, ни от одного из них. Но какие-то спектакли у меня шли очень мало, потом умирали. Какие-то идут до сих пор. Какие-то вообще иногда бывали такие выкидыши, когда вот дети, не родившиеся, умирали. Для меня спектакль это как ребенок, мой ребенок. Поэтому я как-то пытаюсь к ним относиться ко всем как одинаково. А то, что критикам нравится, журналистам нравится. Ну, у нас-то критиков так таковых нет. У нас в основном журналисты. И они диктуют в массы. Они манипулируют сознаниями людей, которые читают эти газеты, журналы. И я им иногда говорю, что а это их сугубо личное мнение, да, но потом идет в толпу, и они иногда бывают какие-то такие непонятные моменты. Потому что я думаю, что все-таки про искусство надо писать в издательствах специализирующих на эту тему, а не просто в газетах обычных. Я думаю, что мало, наверное, режиссеров, которые точно знают, о чем они, что они хотят и что они эти своей работой хотят передать людям. Да, потому что, возможно, есть такие очень умные какие-то режиссеры. Но в основном я думаю, что настоящее творчество, настоящее искусство, оно все равно идет от подсознания творца и мастера. Потому что как можно стопроцентно знать, что ты сделал шедевр? Потому что есть люди потом, которые знающие, потом думающие, которые потом развивают эту мысль, эту историю, которую создает художник. Потом оказывается, что он сделал какую-то гениальную вещь. И у меня тоже в работах, я иногда бывает, я потом осознаю и понимаю, что я хотел, почему я это сделал, если по чесноку. Насчет смеха, да? Люди на самом деле приходят в театр. Для меня театр это театр для людей.
первую очередь. Что такое люди? Это люди, живые люди, которые реагируют, которые смеются, плачут, вот, сопереживают, возмущаются даже вот по поводу увиденного. Вот. Если я попадаю вот так в зрителя, я считаю, что это хороший спектакль. Аплодисменты, конечно, нравятся, но это тоже очень интересная вещь. По этому поводу можно думать можно, что такое вообще аплодисмент, почему люди аплодируют, что они этим выражают. Я тоже об этом задумывался. И даже была такая мысль, а вот возможно ли поставить спектакль, хороший спектакль, но чтобы никто не аплодировал. Аплодисменты тоже бывают разные. Да? Иногда бывают глупые аплодисменты просто. Люди начинают тупо вот аплодировать, кричать. Но в основном, если иногда, когда школьников много в театре, вот они начинают кричать там, браво, аплодировать. Вот. А иногда бывают задумчивые какие-то умные такие аплодисменты. Вот. Какая-то пауза, тишина, потом пошли потихо, потом начали как-то так развиваться все это. И по аплодисментам я понял, что можно узнать зрителя, который пришел к тебе на спектакль. Вот. Кто там сидит вообще в зрительном зале? Вот. Лицо зрителя, мне кажется, вот в аплодисментах. Сущность, внутренний мир. Зритель иногда думает, что он сидит в темном зале и смотрит на спектакль, и как чувствует себя судьей, да, вот хороший спектакль или плохой. Понял я или не понял, как режиссер поставил там, что он хотел сказать, как играют актеры. Но они забывают, что иногда бывает, что сцена это зеркало. Они смотрят на себя со стороны. Поэтому, как ты чувствуешь этот спектакль, вот такой у тебя внутренний мир, на самом деле. Я не люблю, когда люди говорят, я ничего не поняла. Значит, говорят, ты сначала посмотри на себя. Значит, ты не поняла себя или что там у тебя, что там внутри у тебя творится. Значит, проблема не в спектакле, который идет на сцене, а в тебе. Даже вот есть такой термин «зеркало сцены». Вот. Это все, что вот на сцене, это вот зеркало сцены называется. Кулисы, там, падуки, задники. Да, вот. Это вот зеркало сцены. Это, уже в этом можно, надо иногда интересно задуматься. Я люблю работать в разных жанрах. Но вот из последних, да, которые вот мне ближе и ближе моему театру, к которому, наверное, я приду потом, если все будет удачно, это вот Пятникус по Юнскому. Хотя это я не скажу, что я хотел так поставить это произведение. Это так получилось, что юбилей Юнского и театр сделал заказ режиссерам, что вот надо про Юнского поставить. И как-то я вот взял это произведение и начал читать, и меня как-то это сильно задело. И когда я начал ставить, я начал себе открывать Юнского. Сконцентрироваться надо хорошенько.
так с улицы не зайдешь, не сыграешь. Хайдах те. А то таким я харадам ча-чадан настройкалнахтар не надо, не холнатал. До спектакля бям хумлах надо пройти. Тебе вот тох полухтарым бартын, каскардыдым бартына. Оннотон спектакль кемегер кас биптиген олар яхнын бартын кедан туран переживать все это. Тар кас билбетим лично бям хадачам кас рыгае ту характератык атын киндерен олол куртула хава атын ариятын гоня. Угрхан спектакльлертен улахан тем мех особенно тиддигендерхан. Он будет бить не кускеннигана. Нехиля, это нехиля не будет. Физически изматываешься. Куска, аспект сезон будет сезон хавлытыр будет спектакль не будет. Будем, хотя почти героя так путёный. Ну, не год, полгода играли. На вороне так путёный, хотя еще и чувствую, да, кайдёт. Не будет спектакль, хотя голосовой хайдах полухтаган борол. Хамандык болар биттен же чувствуй да вот так то аням. Энераны кыйкыктак. Бардын бийикке туура таптар, эндеги матаккына олокпут барда таңнары кийенсе. В основном, мне кажется, я открываю автора. То же самое было у меня с Брехтом, когда я ставил Машу Кураж. Я понял, что Брехт крутой чувак. И он мне очень много давал. Какой-то, может, кто-то подумает, что это какое-то сумасшествие, да? Но вот автор начинает тебе давать какой-то контакт появляется с ним. Невидимый какой-то. В этом возможно что-то вот я получаю. Я открываю автора. Спектакли иногда бывает, что я их ношу несколько лет, думаю. Иногда это происходит спонтанно. Когда мне делают заказы или надо это сделать, да? Но самое главное, что я беру то, что мне нравится. Главное, чтобы это тебе нравилось. Это произведение, этот автор был интересен для тебя. Вот это самое главное. А то, что ты прочитал 5 лет тому назад и носил в себе, думал, как бы это поставить, либо ты вот взял сейчас книгу, почитал, и тебя это захватило, зацепило, и ты захотел поставить. Вот самое главное это захотеть поставить. Сергей спектакльлер бар, он юнитехне бар булачы. Спектакльлерин этте багайттан кастагылыттан бейде игер бухара хажар булачы. Кандыкта хакында классика болдун, зарубежный классика болдун. Бейде техне бадык трактовкалар, бейде техне бадык көрүлән кабала туралар. Олин биле тур. Казбиди материалдар серьезный сыгандар, кастагылы жегенчер бир багатын толорор. Оны кайыпты каттыстыры урогла таба таянан. Туртур. Оны кенебиле школада Симбир Московской театральная школа болан бу артисттер көтөлөйдүлөр. Агаяк тылынан быгаран кебер. Потому что искусство, оно все-таки относительное. Это же не математика, невозможно высчитать все. Вот.
Поэтому это, не знаю, ну, муза или вдохновение, это красивые слова. Вот. Ну, тебе просто хочется это поставить. Ты вот чувствуешь, что ты можешь это поставить, и что-то интересное из этого может получиться. Чувствовал это. Я иногда делаю так, в больших театрах там в Москве, да, специально приглашают людей и показывают спектакли, и даже высчитывают, где люди реагируют. И эти моменты, они как-то более скрупулезно делают. Вплоть до того, что они пишут, что вот в этой сцене зрительный зал должен, ну, смеется. И надо вот это посмотреть и доделать. Ну, потому что, ну, это наша кухня, да? Сергей сам в основном знает, где будет смеяться. Он, ну, таир серия, механик пар. То беги улана хлора. Мин бagaha bir mamenga kulbit bile bir replikamın üstte katılır siddah ben. Sami sandır. Onu bir de hindi kikide de. Min ona kulbitler hangi bir bizim anne kuller tügen. Ol indire manne kulyohtere nagayak tu bilerdim. Erer onu söyledim hlora. Bir bagaj ödedim. Jinger naha bursa bit küçük ki hereye tabi bit manne kuller diye korkatla vallahi kana. Erer bagaha doğru emiske pipers kulbitler kadar. Ay yol kanını kulellere bitirdim ya. Kayan da var bu arada filmler. Ben ziricil kurduk ki hatan artist ziricil kurduk dehde hananna hata udan ihin barstoy ziricil kurduk uza. Hatan onu hana var. Doydu barstoy ziricil bu tokara ofisten gelen baran doy beter. Oğları yörten uçutal doy beter. Barastu gelen baran. Tuba hanı hicakın toktan kullerin ki him bir olak da kansa hereyim ben. Premier nere here yani öyle. Холобра бagaha ньяупунар мин бүгүн атындык онюр дугучам. Дойтер бagaha күлбир маменер мин кырдык. Өсү подчеркивает дыхавит надо ден. Артист бартон укен уже билер. Конечно, можно очень красивые слова говорить про театр там, но все равно мы здесь работаем. Да? Каждый день репетируем, что-то скрупулезно пытаемся что-то делать. Это не просто так вышел человек на сцену и что-то сделал. Ну, конечно, чтобы это... Ну, конечно, есть... на поводу идти у зрителей тоже есть такой термин. Не надо, да? Не очень хорошо. Вот. Но вот режиссерскую линию надо держать. Ну, такие правила игры. Есть актер, есть режиссер. И я тоже ребятам говорю, что точно выполняйте поставленную мной задачу. И верьте в меня, кстати. Вот. Актер очень сложно поверить в режиссера. Бывает иногда. Потому что иногда в провинциальных театрах есть такие театры, где вообще нет режиссера. И приезжают какие-то пришлые режиссеры со стороны. И, конечно, актер, он здесь остается. Приехал какой-то человек за гонорар, что-то поставил и уехал. Да? А зачем я буду вот как-то верить в него? Почему вот отдаваться ему, да? Ну, не в плохом смысле, а в хорошем. Поверить в него. Вот это, конечно, я не говорю, что все режиссеры талантливые. Да? Среди режиссеров тоже есть не очень талантливые люди, да? В которых иногда актеры верят, а потом получаются не очень хорошие спектакли. И после этого как-то тоже боятся. Но я вот ребятам все время говорю, или с теми, кто со мной работает, я всегда говорю: ребята, поверьте в меня, тогда все получится у нас. Я думаю, что точный подбор актера, да, на роль, это 80% успеха спектакля. Попасть в актера. Что этот актер, он точно может, вот точно может сделать эту роль. Бит ухтаапыз кара-караларын хаалаап, бастан ол мандык набросок курдоңумпут. Онтон репетицияларга хас репетицияя биллene. Бүгүн бу спектакль барын курдук. Меха эмиска бербите боролу. Я не был готов. Белем вот.
Онтан битигер сойбудum. Онтан бұл ана интерьеге хориян кинени көрбөтөгөм. Майгынабаккына. Что мен хем как актер хем бир кинени көрдөкпүнө хен ту. Онтан ана кайтараны хороор ки билбекке да хеджен кинеттен букула. Артыгы бирер өттүгөр обычно туханалар. Колор буллана. Антон дитугу кеч блоковцы болан көрөккө. Кеч блоковцы буллана амыснан бинех. Король Лир, шуттар, оголор, мындакти дядё, яна бахадыр комедийный голос роллар. Он текине бу Сергей Ла он новоллагана тайбаларын турарастын инвалид, нахамыр сидой баттактагы драматический бару. И он все-таки меха кечи было отоятны туттан көптүр. Онтон аялка налан кортакында аялка улдана он такой красивый дей аркрай бартыси она принстары үрүңоланнары нонорунтан Сергейла он келине отоятын мана чагыр жыдаңы камлачык олу оңоран казы конечно не узнали да переломный доктор ортур ким садовников бөккө кини буллана тох эми комедийный озролор полтора херегинда ана магбит буллана рыча тох жман хаус жагин ана эти кыз олан ден эти нюрмоникстан тылны булат спектакль олонна гин эми кыз олан онюр онтон эми комедийный ба тохка жыптан ла оны дыгындырган гана кести и онна зритель уже келин атын өтүттөн көрө бу биге бир көрөлүгү жер даже жонор бекенер атоятын өтүтө көрөт. Громко боллаган эми оголору үйнөн юртады. Олар бу каз режиссер тылалар оголор күндөгөн турат. Вот Сергей Лаун вообще вопреки ко всему Лаун манчар просто. А так говорили, что манчару угон, манчару ток, манчар крывай, манчару баг найден. Он такой вот как кыра, да, как кыра, хапхачаем, а рычылталар хаус кугахтаем. Где вот это вот, эти волбутыгар, бли, народ, он, бли, амбаста бельманда кылынар тренген, ох, наоборот, бли, тухтурун, бейтин, каждый парень бейтин көрөк яна деди того. Ким бар манчар болса. Эн убо крывай бол, тух бол, крывой, без разницы. Альберти цирка тагар, Михаил Горочка, тухан, вот теми, наухан. Горочек Булгор, Булхан, Буллах, Булхан, Колыш Нахал, Яр, Нахал, Белеван, эти неми Михаил Горочка тут бай тот властный сахат ухтар, он тут обычно поет дороги, да, он там был боролгар, кем Михаил Горочка тай отнес тут такой именно крайне рабин. В последнем спектакле Альберти цирка по Бергману я попал в главную роль. Михаил Егорович, на мой взгляд, очень потрясающий актер, который до сих пор как-то, ну так получилось, наверное,
жизнь актерская вообще очень сложная и страшная профессия. Даже иногда актеры говорят, что всю жизнь ищу своего режиссера. Режиссерка бір қайда плане. Режиссерка үлік қарған алды. Режиссердің құлыра талара, артығы талара хем бір хамы, артыстқа хамы ұлыққан жол болыр. Так что оны хем бір қадан қаралық. Кем бары, қая бары артыс хем бір туынан қайыр. Рол оньон барар, онда иннеке жылған. Режиссерот та хәп төбен үлілен нада. Очонра туатақ. И как-то он сделал то, что я хотел. Сделал эту роль. Хотя опасность какая-то была. Я просто интуитивно чувствовал, что только он сможет сыграть эту роль. Вот. В его возрасте, да? Вот. Среди артистов нашего театра я не думаю, что есть актер, который бы сделал эту роль на данный момент. Я думаю, что это актер-воин. Вот. Есть такие актеры, воины, солдаты. Да? Это вот один из актеров, солдатов нашего театра, которые очень любят и берегут наш театр, это вот Михаил Григорьевич. И там же И еще у него есть какое-то мужское начало, как человека, я его знаю, вот. И влюбленный в свою профессию человек. Adam rahmemin nasip götürenleşken kalbık, ne tutum komutadı. Minevini, bilmem yapar gelin kulağımın. Cemil bildi. Cinnah gibi kurduk. Cinnah gibi kurduk. Bu şirana. Hem kurtalanın. Kurtalanın. Tamam. Sağ! Sağ! Как и везде бывает, в театре вообще мистики хватает, потому что вообще сцена это такой вот, ну, это же ритуал вообще, театр, это что-то связанное с мистикой нашей профессии. И иногда бывает, что актеры иногда платят своим здоровьем, своими родными за то, что они иногда делают на сцене. Потому что я думаю, что, ну, в основном, ну, я чувствую и думаю, что люди, которые занимаются в нас в театре, да, ну, актеры, режиссеры, художники, где-то у них что-то есть шаманское. Потому что мы же не можем взять и начать камлать, да? И просто это вот какая-то энергетика наша вот выходит через творчество, через искусство. И поэтому среди творческих людей, мне кажется, очень много шаманов вообще. И, ну, редкие были шаманы у них. Это то, что вот предвидеть, увидеть то, что никто не видит, предугадать что-то, предсказать что-то через твое творчество. Это что-то есть такое шаманское. Делаем волшебство, мы делаем чудо. И как древние волшебники, алхимики, вот, что-то творим, да, в черном кабинете сцены. Вот. И люди верят в нас. Он Григорьев. Оля.
Да. Блин, надо ехать. Я думаю, что все-таки религия не должна быть в театре. Ну, такая вот махровая такая религия, конкретная, каноническая такая религия. Иногда были такие случаи, когда в театре показывали такие религиозные, конкретные вещи, но из этого ничего хорошего не получалось. Вот. Потому что для меня все-таки театр это не святое, ну такой не храм, да, вот, а все-таки это какой-то ближе к площадному какому-то, народному. Насчет смеха, да? Вот. Ты знаешь, что этот смех был запрещен вообще церковью в свое время? Это считалось грехом смеяться громко. И даже есть такая теория, что улыбка это оскал, звериный оскал. И поэтому вот смех это такая очень интересная вещь. Ты над кем смеешься? Над собой смеешься, над людьми смеешься, иногда от страха смеешься. Вот я тебе говорил же, вот, что мой друг мне сказал, что такую точную про меня, что он увидел мои работы и понял, что я попал в ад и очень громко засмеялся. И потом я думал про эти слова, и оказывается, он был где-то прав. Потому что у меня во многих спектаклях есть какой-то смех странный, страшный. И у смеха же бывает несколько уровней. Вот один, он плоский смех, ну, идет, а за этим смехом еще что-то стоит там, а потом еще что-то там еще стоит. Любит иронию. Мне кажется, только сильные люди могут иронизировать, да, по поводу того, что вокруг творится. И где-то, возможно, его не приняли из-за иронии. Вот. Потому что у него никогда не было серьезного лица. Он мог бы сделать серьезное лицо и стать серьезными ребятами. Да? Его приняли туда. Вот. И он как-то вот всегда был на стороне Марата Анатольевича. Хотя у него есть очень потрясающий спектакль. Но таким вот очень мастером крутым, как бы его там, влюбленного в театр, ну, человеком его не считают в Москве. Потому что он всегда смеялся над тем, что он делает вообще, и над людьми, которые там. Так. И вот у нас тоже, особенно, чиновники не любят это, власть не любит это. Вообще, смех – это свобода же. Власть не любит смех вообще. Я думаю, критика не нужна. Нам достаточно зрителей. Я вот не знаю, что делают вообще люди-критики, чем они занимаются. Хотя, нет, я вот думаю, что критики – это очень темные люди. Что у них там на уме, одному Богу известно. Но я не люблю критиков, которые критикуют. Я думаю, что настоящий критик, он развивает мысли режиссера, актера, творца, художника. Он, если есть Бог и художник, он вот где-то там, между Богом и художником должен быть критик, как сталкер. Нет, ты здесь очень хорошо сыграл, круто, а здесь что-то не то, не знаю. Я когда учился, нам говорили, вы никого не слушайте, что вам говорят. Это хорошо, это плохо, мне это понравилось, все, что ты сделал, это не понравилось. Ты делай, главное, чтобы ты получал удовольствие от того, что ты делаешь.
у каждого есть свое мнение по поводу чего-то. И на самом деле вот сегодняшняя критика, они стали как, не знаю, какая-то мафия такая образовалась, типа модельеры или что они много делают или как. Поднимают какого-то режиссера, опускают какого-то режиссера. Там. Собрались несколько известных критиков и что-то там начинают творить. Безумие какое-то. В этом плане как-то не очень. Вот. Но критики, влюбленные в театр, я думаю, что это не состоявшиеся актеры, режиссеры, не знаю. Кино – это разомкнутое пространство, запечатленное время. Вот. А театр – это замкнутое пространство и сиюминутное. В театре и кино есть свои плюсы и минусы. Я бы не сказал, что кино круче театра или театр круче кино. Это кому как. Вот. Но я как сказал, я все-таки думаю, что кино это не живое искусство. Потому что оно не может умереть. Вот ты снял, и оно останется на века, да? Оно происходит сейчас, эту секунду, эту минуту здесь. И оно больше не повторится. Даже если ты второй раз увидишь спектакль, он уже по-другому будет идти. И он умирает очень быстро. Поэтому и там, и тут можно как-то... Мне нравится вообще работать. Потому что я люблю и театр, и мне интересно кино. Хотя мои друзья говорят, что у меня лучше... Мне получается спектакли ставить, чем снимать кино. Я пока как-то вот... Все-таки вот... Не такой свободный в кино. Если я в театре более свободный, то в кино как-то очень зажат. Технологический, материальный, профессиональный, человеческий. Кино это более скрупулезное, очень тонкое, такая очень более трудоемкая какая-то работа в кино. А в театре все-таки он грубее. И иногда мне не хватает внутренней какой-то силы. Хотя я люблю, чтобы все было как по-моему, я люблю контролировать, этого вот мне не хватает в театре. Потому что спектакль уже идет, и ты уже не сможешь ничего сделать. А в кино можно сидеть очень кропотливо все делать, то, что ты хочешь сам сделать. Мне не хватает времени, что, не знаю, или просто людей рядом со мной, которые бы... Или я жалею их. Өстөөхтөрүм өлүөхтөрө, тоҕотторум хүтүөхтөрө. Мен эмие барыагым туох барыта бүтүөҕэ. Если честно, у меня нет актера. Ну, это, мне кажется, не страшно. Потому что говорят, если ты найдешь в своей жизни хоть бы одного актера, который был твой актер, да, это счастье. А если двоих, это вообще нереально. А я ко всем актерам пытаюсь относиться на равных. Для меня нету званий, там, даже возраста. Это может быть плохо, может быть хорошо. И я от них требую одинаково. Был такой случай, когда я в Москве студентом был, и мы там ставили отрывки.
И с первого курса я начал работать, ну, там, с ребятами, их 4-5 человек. Я стабильно работал только с ними. Так, притерлись, что мы уже понимали с полуслова друг друга. Если актеру непонятно, я не тиран, я не говорю, что вот ты вообще ничего не спрашивай, делай, да? Вот ты меня спроси, я тебе объясню, почему, зачем, для чего. Вообще профессия актерская, это надо вопросы, почему, зачем, для чего, откуда, для кого. И на это вопросы надо иметь ответ, тогда получается. Вот. И, ну, он начал очень много. Я ему пытался объяснить, одна моя актриса не выдержала, сказала: Саша, хватит, ты делай, как говорит якут. Если ему не понравится, он тебе скажет. Для меня актер, он все-таки живой, он не марионетка. Я очень люблю, когда актеры предлагают что-то. И если мне это нравится, я это беру. А если мне не нравится, я не беру. Эти олоктор-то эти инсуллана, эти бартани буккулан эти такой трагический человек. Но он радостный. У него маска же в лице. На лице маска. Оленька, Джонго Вулан Сиригер, маска ката-ката. У него там внутри трагедия, а наша работа даже такая. У Лебедигер бехот трагедия была, театр когда хана хаян даун джуна кульдиректахан. Наша жизнь актерская. Олень эти шахагар мрегидири неру. Махтнавын Сергей Станиславович маннык ролга бир битигер, маннык спектакль гөрүлдөрү хам мактабын. Пелена курдук бар. Эти вот тыгарды. Вот тыктан зрительный зал каштырат. Ток по зрители ток болдырып чыккан халык. Не видно, да? Не видно. Как-то эме даганы бэм кытта капсета курдук болот чыгарга. Спектакль көрөлөрүн кихемиске ак баддырыш. Фен алар. Ки спектакль олорун эмиске ол онто мандык туохол атын туохо пласка таккараме тохтарда зрительге хорор рахан болачы. Кимнин альмалын саныл барды. Ну, как бы там шутка шутками, а тут же семейная трагедия. Ребенок живет. А тут и человек кулёлрын эмиске оказывается у них вот это. У каждого человека есть чуточку бир ологор какая-то трагедия бар. Кантактаган ол онтон ки урагор үйрө хаджаңын эмиске трагедия болон келди. Эмиске кимере риенкер, кимере хаянкер, кимере холонетер. Ондaki акбеттен эмеди күлөм багар, эмеди тыым багар, эмеди аны кайтак боларын билбек калган. Ол эти зрительге мен ол ощущение такое. Казбирди орол киеха просто байда говорили, бир какие-то препятствия, он альма вала на хальбах препятствия да? Тем более хамай эти тохен, хеналар откровенны, хеналар кайм, эти тугар на тох жат хоспиталдан баран режиссер это она сценага крауй хохтук костюм диан ханавак он сцена тахастаган отой сцена тахастагбана он мне не страшно быть некрасивой, как-то невыигрышно выглядеть, да? Наоборот, эти Сергей Теренкурдук просто доверяешь режиссеру, да, его взгляду, что вот это выстрелит, вот это вот, да, будет идти ролл, говорит, типа сыграет, то ему доверяешься, и хамай то эти голос только тагана, правда. Хыньяхтанахан, лакин тогар. Итинне хаддар ирхан хосда. Уолтерга барам туяган там уолтер там. Бу тух бар болор кимгер.
спектакль болар каттымле режиссером келе ол кемгер команда мана идикар гудра мандка гудра ага хорошо и были мандка роллер и это надо как-то удерживать вот эти эмоции как-то сдерживать а вот тут мне надо вот это вот он коварди ромку тохтавды так да хорошо мен болам бу балар кетти липтен вообще жестко остановил что Сергей Потапов Ромка, Анна Ивановна, это вообще легенда. Ефим Степанов, Киевный Бирги, Блядь, Алтахна, это много стоит. Бутухталаром было. Думаю, о, то время так кадр, да? А так зрительный зал совсем другой вообще. Это хороший взгляд режиссер. Исполнительный режиссер, режиссер, жүйдік пықтан көрсетәтші. Мәністерін бұк, режиссердер. Ото туқтияк. Бұм кейбін болған әлбертіне, бүкілдектегі бастыр, үтіктір, даже таптылар. Оған оқ кейі, үшігі майқылы ақым нағыз кейі. Onu tolurukta. Onu jongo benim jombar bullağına oluğu çöydük sığınağın jomuna da astabapın kaya bakın. Kiri sığınağın iddiacım. O lehçe nüme benim yağını gelbettiler. Tolka toğu bite o bu biheri tahta tesirkat testara sabir bilik eriyeler bullağını. Borudara kaççılara hoğ. Bira kaççıla aktar. Kaççı bugün melbak olur, hasılığın hoğ bolar. Hamay kalanını bir şey de o cadanlar. Annes putso. Ahires putaniye so. Kostümler putanalı. Hağlar tut. Konuklar arayana da sonra tuğaktır da hani so. Çoğu hayık bunu. Onu istersen rejisör hep istersen tutuhan onu iyice barık takır. Ol hamay. Onun trenini ben tümülden o rejisör hep diyetin jongo tiyer tadık tak. Sami sürümüz onunla. Gittik. Здрасте, здрасте. Старею. Профессия. Даже вот Эмяхна, ему ей нравится, чем он занимается. Вообще, Хамай, когда человеку не нравится тем, что он делает, гуляют реально люди. Это самый несчастный будет. Разговариваю с театром, с профессией. О его величестве актере. Через иронию, через юмор, чего-то невозможно. Kimde tüyelip Первый такой мой спектакль. Размышления по поводу актерской сферы. Çoğu artistlerden seniler üyetten Toğu dikkatta ergi ola kutumanan ondan birige tılgıdınan. Ne diyorsun? Hepiniz doğru. Korkka carbaya sırıttım. Soğut oğlum. Soğut onda bollağını tut. Soğut. Hütten be. Onda konuklar. Kalbiki dileğine bana kıracağım kırmikte. Kalbiki dileğine Muhammed'la. Fotoğrafı da yok. Soğuk.
Min ağam bolam da. Bozuk! Kaytan oldu. Bakayım bak. Çünkü Yüzü, oksuğu, aradı, tahtı. Oku. Otta bilgi nerede? Bu. Bagata et demet. Ondan hacili bir iki bilgiler kurduk. Ondan kıçadır varım. Kıçadır varım. Kıra tuvarak sağa boğalım. Ondan Allah Teala süte har. Пошли. Да. Bugünler kultura olduğunu okuyacak, öğrenecek. Молодец. Сергей, молодец. Спасибо. Он действительно работает. Бей, да. Та-да. Да. Аплодисменты. Давай, выходи. Bir sıvınyak ualı o sefer önüne. Orta doydundan kaman kelpide ualın sualı yihe su butırdı da sefer ualı hani. Bu bu paraksan kimden yine kantan kanağın uydalahan kırıyorsun